Тюркский рунический алфавит. Вот вы его видите. Но он наполовину алфавит, наполовину силлабарий. Вот, то есть там и слоговое письмо присутствует, и, собственно, буквы, передающие тот или иной звук. Вот. Надо сказать, что вообще изобретение алфавита дело достаточно сложное, если не сказать уникальное. Вот. Долгое время считалось, что вообще в истории человечества алфавит был изобретен только один раз. Вот, греками. Сначала финикийское письмо, которое было смешанным, а от него произошло греческое. Это вот, значит, единственный неповторимый раз. Но вот древнетюркское руническое письмо показывает, что раз да не один. Раз да не один. Вот. Древнетюркское руническое письмо, его как только не пытались, соответственно, с чем только не пытались соотнести. Но первое, что приходит в голову, это скандинавские руны. А ну как оттуда. Вот. Но нет. Дело в том, что многие знаки вот этого алфавита, если угодно, они восходят к родовым тамгам, то есть к родовым знакам тюркских племен. Вот. Просто потом их стали использовать как знаки письменности. Так что, по крайней мере, 3/4 знаков вот этого алфавита имеют вполне себе автохтонное тюркское происхождение.